Здравствуйте, меня зовут Вида. Ой, дождалась очереди. Благодарю за приглашение стать участником круглого стола. Я новичок в таких мероприятиях, поэтому у меня будет довольно простенький и коротенькая речь. Вот. Что я могу рассказать о якутской диаспоре у нас в Японии? Она молодая, и маленькая, скромная. И вот есть небольшая презентация, чтобы не скучно было слушать. Познакомлюсь вас со своей семьей. У меня вот муж, сын. Мы втроем проживаем в Японии более 10 лет. Далее фотографии будут раньше, вот наш первый цех, который мы организовали тоже скромной компанией. Нас человек 6-7 было. Мы тут в Токио мы праздновали, как умели, что умели, то и сделали. Потому что организационных таких моментов опыта никогда не было. Но так как мы все саха, чисто по наитию, по тому, как чувствуем, так и провели свой первый цех в Токио. Что еще? В Японию до пандемии приезжали очень много людей из Якутии. И каждый человек, который приезжали, компании всегда звонили мне. Я с радостью, если была возможность, встречалась. Мы гуляли, я показывала Токио, Японию. Вот. И жизнь до пандемии и после, она так резко у нас изменилась. Япония сейчас является одной из самых закрытых из-за короны стран. Он никого не впускает, не выпускает, визы не выдает. Как бы очень грустненько, но с другой стороны мы объединились с местными ребятами. Вот диаспора основалась как раз-таки во время короны, нам стало скучно сами с собой жить, никто не приезжает, и у нас так появилась наша вот скромная диаспора. Что мы делаем со своей диаспорой? Мы устраиваем ИСЭХ, устраивали тоже как умели, потом мы встречаемся, у нас есть WhatsApp-группа, вот и дети приезжали раньше, очень весело жили. Праздновали, встречаемся, мы скучаем по якутскому языку, и когда встречаемся, мы стараемся разговаривать друг с другом по-якутски. Сахалыков сетавет, нянавыт, догуябыт. Также вот присоединяюсь к тому, что насчет юридических компаний, организаций, я года 3 назад основала юридическую компанию в Японии, и я, наверное, больше предприниматель, бизнесмен, нежели общественник. Вот. Мы произвели в Японии японский продукт для здоровья, и сейчас мы его благополучно импортировали в Россию. И сейчас я нахожусь в Москве специально для того, чтобы... это нечаянная фотография попала, но это тоже вот мы все встречаемся. Это до пандемии были фотографии. Что еще? На работу я к себе взяла на фирму девочку из Якутии. Потом парень Борис работает в крупной IT-компании, и он трудоустроил наших 3 ребят, и там у них все очень круто и классно, и японская компания, и Чачо, японский директор, в восторге от якутских ребят. Вот. Какие планы у нас? Планов нет, будем жить, общаться, знакомиться, будем ждать открытия границ, чтобы и бизнес нормально пошел, и партнеры у нас начали появляться. Вот. На этом, наверное, это очень много к нам приезжали. Я постаралась собрать все фотографии. Я очень люблю общение, знакомство. И вот, как видите, приезжали наши хирурги для квалификации в онкологический огромный центр Японии. Они проходили там где-то 3-месячные курсы, тоже с ними встречались. Вот учителя из Якутии приезжали, муж Дмитрий их встречал и отвез в лес под Фудзияму где-то. Наверное, у меня все, потому что не буду растягивать время. Я рассказала, что я умею, что знаю. Очень рада, что я присутствую на круглом столе. Поздравляю и присоединяюсь ко всем поздравлениям. Там 30-летие.